Салем Достар, вы снова на канале Кола, Большой Ахмед, друзья. Всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на своем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Шок депутат Узбекистана высказался, у казахов такого еще не было». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажет, покажет, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Всем привет! Сегодня поговорим о том, почему Узбекистану будет невероятно сложно догнать Казахстан в экономическом развитии. И что об этом думает известный экономист Бигзот Хашимов. Недавно он выступил в подкасте «Кактус» на YouTube и прямо заявил, Узбекистану придется потратить десятилетия, чтобы хотя бы приблизиться к уровню Казахстана. Давайте разберемся подробнее. Сегодня разрыв в доходах на душу населения просто огромный, в 5, а то и в 6 раз. Для сравнения, в Казахстане на каждого человека приходится больше 14 тысяч долларов ВВП, а в Узбекистане всего чуть больше 3 тысяч. Хашимов отмечает, при нынешних темпах Узбекистану понадобится около 30 лет, чтобы догнать соседей. Но даже для этого страна должна показывать ежегодный рост экономики не менее 8-10%, а это крайне сложно. Экономист приводит пример. В США доход на душу населения 76 тысяч долларов. Даже рост в 2% там дает прирост в 1500 долларов в год. А вот в Узбекистане при росте в 5% доход увеличивается всего на 150 долларов в год. Видите разницу? Получается, что бедным странам гораздо труднее вырываться вперед, чем богатым удерживать свои позиции. Даже если экономика Узбекистана будет стабильно расти на 5% в год, догнать Казахстан будет почти нереально. Ведь, по словам Хашимова, нужно минимум 8% и выше. А это значит масштабные реформы, инвестиции, новые технологии и, самое главное, время. Напомню, что в 2024 году ВВП Казахстана составил почти 288 миллиардов долларов, а в Узбекистане всего 115 миллиардов. При этом население Узбекистана гораздо больше — 37 миллионов против 20 миллионов у Казахстана. То есть нагрузка на экономику у соседей выше, а доходы ниже. Именно поэтому экономист сомневается, что Узбекистан в ближайшие десятилетия сможет выйти хотя бы в категорию стран со средним уровнем дохода. В общем, прогноз неутешительный, но это повод задуматься, что нужно изменить, чтобы ускорить рост и сократить отставание. Да, друзья, не, возможности есть в любом случае. Узбекистан, друзья, ну, прекрасная страна. Я много различных видеороликов смотрел, там, например, про людей, которые путешествуют. Я же иногда тоже захожу на различные страны, смотрю, там, Узбекистан, Кыргызстан, соседние страны Казахстана. Вообще нереально красивая страна. Туристов тоже приезжают очень много в Узбекистан. Отзываются казахи очень хорошо об Узбекистане. Если есть стремление, если есть хотение развивать свою страну, давать людям все то прекрасное, что должно быть, оно по-любому будет, друзья. Но если понятно, что ты будешь в одну кормушку, да, себе домой все тянуть, понятно, так страну развивать ты не сможешь в любом случае. Президент в Узбекистане, я тоже много чего видел и много наслышан о нем. Не глупый человек, не, все будет получаться в любом случае. И народ в Узбекистане очень тоже трудолюбивый, очень прям работают они, не покладая рук, мастера на все руки, особенно в различных там, например, стройках или еще что-то. Вообще нереально крутые ребята, молодцы. Так держать. В любом случае, конечно же, желаю и хотелось бы в любом случае не только Узбекистану, а всем различным странам, которые хотят поднимать. Да, любая страна хочет поднимать свою экономику, свое развитие, да. Пускай развиваются, пускай стремлятся к лучшему. Конечно, было бы вообще прекрасно, если бы все тюркские страны объединились, да, и друг другу помогали, там, с нехваткой чего-то,
та страна помогла одной, другая помогла с чем-то еще. Я представляю, как тюркские страны вообще жили, и это было бы нереально. Лучше, чем там Эмираты какие-то, это 100%. Но, друзья, все может со временем так и случиться, но мы видим не нынешнее время, как все происходит. Дай бог, чтобы вообще мирно все жили, и вот ту дружбу и то, как дружат тюркские страны, пускай равняются на них все остальные, потому что вот это братское воссоединение, да, то, как они относятся друг к другу, много о чем говорит. Это молодцы, так держать. Хотелось бы, чтобы и все остальные, даже там и Украина с Россией, вот такие отношения имела, как различные другие страны. Но мы видим, как все происходит. Друзья, обязательно в комментариях оставляйте свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Берегите себя, друзья. До встречи.